Добрый вечер. В эфире «Время региональных вестей». В студии Лариса Шамаева. Главные события вторника. Ход конем, шах и мат. Игра на интеллект и эрудицию. Каждый участник просчитывает всевозможные варианты, прежде чем сделать ход. Тысячи школьников в течение года сражались за звание лучшего в чемпионате по шахматам. Итоги смотрите в нашем выпуске. Герои нашего времени. Мы попытаемся передать образ, характер, цели и задачи, которые ребята ставили сами перед собой. В республике вышла книга об участниках специальной военной операции. Юные IT-гении. Проект «Урок цифры» способствует формированию у школьников навыков, необходимых для успешной деятельности в области информационных технологий. В президентском лицее провели специальный урок цифры, где школьники заглянули в будущее цифровых профессий. Пока их сверстники гоняют мяч, они часами продумывают ходы. Их стадион «Шахматная доска», их спорт и интеллект. В республике прошел масштабный интеллектуальный турнир по шахматам среди школьников. В течение года за шахматными досками встречались сотни юных дарований, чтобы выявить сильнейших. Они еще не окончили школу, но уже мастерски проводят комбинации и ставят маты. О самых ярких моментах чемпионата в сюжете Турпал Тайсумова. Битва умов. Так часто характеризуют эту игру. Более 3000 школьников со всех районов региона приняли участие в чемпионате республики по шахматам. Однако до финальных состязаний дошли только 37 человек. В суперфинале осталось всего 8. Посмотреть на решающие игры пришли почетные гости. Министр субъекта по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, помощник главы региона, министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. За каждым столиком была яркая встреча, быстрая и интересная. Игра на интеллект и эрудицию. Каждый участник просчитывает всевозможные варианты, прежде чем сделать ход, любой из которых может решить исход. В своей приветственной речи президент Федерации шахмат Северо-Кавказского федерального округа Ахмед Дудаев рассказал о пользе игры и о том, что каждый из молодых ребят уже победитель, сумевший пробиться в финальную стадию. Он выразил благодарность в адрес руководства региона за возможность проводить соревнования. Каждый из вас является уже победителем. Вы достигли больших успехов. Не сдавайтесь, не останавливайтесь, играйте дальше. Я хочу поблагодарить от лица всех нас, участников, главу Чеченской республики, Героя России Рамзана Ивановича Кадырова за постоянное содействие, внимание развитию спорта в республике, за создание таких инфраструктурных возможностей для нас, для проведения, за создание условий. Также хочу поблагодарить нашего дорогого брата, министра спорта Амада Рамзановича, за то, что помогает нам проводить такие мероприятия, касающиеся тех или иных видов спорта. Турнир проходил среди младшей и старшей категории участников. Победители и призеры получили по 40, 60 и 100 тысяч рублей соответственно. Вручение провели Ахмед Дудаев, а также Ахмат Кадыров. Кроме того, лучшие шахматисты получили телевизоры, маршрутизаторы и саундбары. Все призы выделены от спонсора чемпионата «Триколор». Министр спорта поздравил всех с успешно проведенным турниром. В старшей категории лучшим был Хасмагомед Асуев. Шахматами занимается с 6 лет и регулярно участвует в самых разных соревнованиях. Такие призы были получены, по его словам, первый раз. После окончания игр участники сделали памятные фотографии с официальными лицами. Более того, они сыграли по одной дружеской партии с директором ЧКТРК Грозный Чингизом Ахматовым и министром информации и печати Ахмедом Дудаевым. Турпал Тайсумов, Алисхан Кацулов и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская республика.
В Чеченской Республике представят книгу о героях специальной военной операции под авторством члена Союза писателей региона Иссы Закриева. Сборник, в который войдут истории, фотографии и воспоминания военнослужащих, создается по инициативе Союза писателей субъекта и его председателя Аламхада Ельсаева. Его цель – навсегда сохранить имена и подвиги защитников Отечества. Так, воздуш, эрча сагаттяш, докшкачи, тялвана, вайкомана, дозалда, от тига бочки анти тялош, дозалда, и язин кинчкютерерка, вайк тялван и вайком силал, идара, мударчи, мёкштами авайрчи цаханняч, вайтигда целятся ол, вай динеги малдарят. Так воевяшься языч, во истории воемет, военные книги языч, в школе, воевяш, когда литература, фильмня и ларичане. В рамках мероприятия 7 участников СВО и сами военнослужащие лично встретились с писателями в стенах общественного фонда «Защитники Отечества», чтобы поделиться своими историями. Эти живые свидетельства, фронтовые воспоминания, фото станут основой для будущей книги памяти. В художественном плане мы попытаемся передать образ, характер, цели и задачи, которые ребята ставили сами перед собой. Если информация будет достаточная, если объем, хотелось бы хотя бы страниц 300, чтобы книга солидная выглядела. К осени следующего года я надеюсь, очень надеюсь, что читатель сможет увидеть эту книгу. Повышение качества жизни граждан – одна из ключевых задач властей региона. Очередным шагом в этом направлении стала реализация проекта по водоснабжению в Урус-Мартановском районе. Это позволит обеспечить стабильным водоснабжением сотни домовладений. Как идет масштабная работа по обеспечению района водой? В материале Мадины Кураевой. Протяженность новых сетей более 15 километров. Это значит, что водопровода хватит 16 улиц селения. В ближайшее время здесь появится стабильное и бесперебойное водоснабжение. То, чего жители ждали не первый год. Селение Алханюрт – одно из крупнейших в Урус-Мартановском районе с численностью более 14 тысяч человек. Уже совсем скоро здесь решится давняя проблема с водоснабжением. У нас раньше в каждых дворах били скважины, 10-12 метров, кто как где. И водонасосы ставили. Это водонасосы ломались, электроэнергия больше затратывали. Были проблемы большие. Но думаю, сейчас после прокладки водопровода у нас проблемы уйдут. Часть трассы проходит под землей, а в местах пересечения с автомобильными дорогами трубы защищают стальными футлярами. Есть и надземные участки. Например, при пересечении с мостом. Все конструкции проходят тщательную проверку на герметичность и прочность. Задействовано у нас 2 рабочие группы, по 4 человека в группе. Также задействованы у нас 4 единицы спецтехники. Все, что необходимо для данной работы, у нас все есть. Все материалы сертифицированы, используются современные полиэтиленовые трубы, которые обеспечивают долговечность и безопасность системы. Рабочие уже ведут обратную засыпку траншей и одновременно сваривают трубы. Это самое толстостальное, защитное от всего. Внутри защита от всего этого. Вода бывает грязная, она цепляется, и какая-то лишняя цепляется. Работы ведутся в рамках непрограммной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и направлены на обеспечение жителей качественной водой из систем централизованного водоснабжения. В Чеченской Республике сейчас идет активная модернизация коммунальной инфраструктуры. Только в этом году в регионе реализуется 11 подобных проектов. Мадина Кураева, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. Первый стекольный завод Чеченской Республики готовят к запуску в особой экономической зоне Грозного. Мэр столицы осмотрел объект и отметил, что проект имеет стратегически важное значение для строительной отрасли региона. Производственный комплекс площадью 5000 квадратных метров будет выпускать закаленное и ламинированное стекло, а также стеклопакеты формата джамбо, востребованные при панорамном остеклении здания. После ввода в эксплуатацию предприятие обеспечит местный рынок собственной продукции, сократит зависимость от
поставок из других субъектов и создаст около 80 рабочих мест. Урок цифры для будущих IT-гениев. В президентском лицее города Грозного старшеклассники заглянули в будущее цифровых профессий в сфере видеотехнологий. На занятии разобрали, как работают современные видеосервисы и как зарождалась видеокультура в стране. Ученики решали практические задания, знакомились с новыми цифровыми профессиями. Задания помогают учащимся лучше понять возможности будущей карьеры в цифровой индустрии. Проект «Урок цифры» способствует формированию у школьников навыков, необходимых для успешной деятельности в области информационных технологий, а также способствует профессиональному самоопределению в данной сфере. От этого решения зависит ваш доход в старости. До 1 декабря каждый работающий россиянин может решить, кому доверить свои пенсионные накопления. В списке возможно управляющих как частные компании, так и Государственный социальный фонд. Что это дает гражданам, расскажет Лимда Жамалдинова. Кто управляет нашими пенсионными накоплениями? Большинство задумывается об этом только перед выходом на пенсию. А ведь выбрать, кому доверить эти деньги, можно самому. Сделать это жители Чеченской Республики смогут до 1 декабря текущего года, напоминают в Социальном фонде России по Чеченской Республике. Выбор страховщика является личным решением гражданина. При выборе негосударственного пенсионного фонда необходимо заключить договор об обязательном пенсионном страховании с выбранным фондом, после чего подать заявление о смене страховщика в отделение Соцфонда России по Чеченской Республике, указав реквизиты заключенного договора. С начала года этим правом уже воспользовались более 200 человек региона. Страховщиком может быть сам Социальный фонд России или один из негосударственных пенсионных фондов, входящих в систему гарантирования прав застрахованных лиц. Я обратилась с заявлением о переводе моих пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд. Меня очень хорошо проконсультировали, объяснили то, что в 2026 году мои средства будут переведены в негосударственный пенсионный фонд. До 1 декабря у жителей региона есть время определиться, где будут храниться их пенсионные накопления. Главное – принимать решение осознанно, ведь от этого зависит будущая пенсия. Заявление можно подать лично в клиентской службе Социального фонда России, а также через представителя по нотариально заверенной доверенности или в электронном виде через портал госуслуги. Конечно же, при наличии электронной подписи. Лимда Жамалдинова, Джабраил Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. В Итумкалинском районе близится к завершению капитальный ремонт дороги Р-217 «Кавказ», ведущего к туристическому комплексу «Ведучи». В селе Итумкали между улицами Исаева и Узуева активно укладывают новые асфальтовые покрытия, обустраивают пешеходные зоны и устанавливают современное освещение. Обновленная трасса улучшит транспортное сообщение и создаст новые возможности для развития туризма и местного бизнеса. Сегодня мы находимся на территории Итумкалинского района, села Итумкали, в районном центре нашего села. Проводится работа по укладке асфальта федеральной автодороги. От себя лично и от лица всех жителей Итумкалинского района хочу выразить слова благодарности и признательности главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за то внимание, которое он оказывает нашему муниципалитету. Суна Таггара Баркал Аля. أقوى ماك يقرأ الفوند كيجل خيالو ودعاء على الفتشة عمل حاج الغاز أبو دولتون صرخ الفوند كيجل خو إما نسي بركل على صون تو ديش تك تو ريلو تك تو ميل داشلو ساقة ميل دو إشتول ومسكشنا عن غو دا ساق دول ويمك دا ساق دول ومك تنأمن دا ساق دول ميل ديش تك دا سي دول. А пока дорожники завершают ремонт, жители района продолжают благоустраивать свои населенные пункты. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова здесь проходят массовые субботники. К наведению порядка подключились сотрудники учреждений, организации местные. Они красят бордюры, белят деревья, косят траву и очищают территории. Такие инициативы делают Итумкалинский район еще более ухоженным и привлекательным. Не, что асфальтчу, ой мов хазуш бу, тулуш бу, так ой мов су цахил дахветтен, волба безахой.
Спортсмен из Чеченской Республики Шейх Мансур Хабибулаев выиграл чемпионат мира по боевому самбо, став первым в истории семикратным чемпионом мира по данному виду спорта. В финальной схватке в весовой категории до 64 килограмм Хабибулаев одержал победу над самбистом из Узбекистана Айбеком Салиевым. Как Грозный встретил своего героя в нашем следующем сюжете. Этим кадром аплодировал весь мир боевого самбо. В финальной схватке в весовой категории до 64 килограмм Шейх Мансур Хабибулаев встретился с представителями из Узбекистана Айбеком Салиевым и уверенно одержал победу, сохраняя титул чемпиона. Он вписал свое имя в историю спорта золотыми буквами. Вот в такой обстановке встречают первого в истории семикратного чемпиона по боевому самбо. Здесь собрались родные, близкие и болельщики, которые поддерживали его на соревнованиях. Встретить народного чемпиона Шейх Мансура Хабибулаева в аэропорту имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова собралось огромное количество соотечественников. Но особое место занимает главный человек в его жизни – мама. Его победу отмечают все, от главы Чеченской Республики до простого жителя, потому что такие победы – часть того самого несгибаемого духа, гордого и верного, который Шейх Мансур с таким мастерством воплощает в спорте. Все эмоции, которые у меня были, вот сегодняшний день, вот все эти эмоции затмило. Вот мне очень приятно, то, что меня так встречают, то, что у нас такой министр, который заботится, находит время, чтобы собирать вот таких людей, вот, встречать наших спортсменов. Для меня это впервые, то, что меня вот так встречают. И, конечно, хотел бы поблагодарить нашу главу Чеченской Республики. Это все благодаря ему. Спасибо большое, то, что уделяете столько внимания. Болельщики следили за атлетом на чемпионате мира, болея и переживая. Исполнительный директор Федерации самбо по Чеченской Республике Рустам Кагерманов отметил важность его триумфа. Мы были в Бишкеке, наблюдали за всеми схватками. Переживания в любом случае присутствовали. Эта история для чеченского самбо очень важна, для мирового самбо. Семикратный чемпион мира. Единственный на сегодняшний день, я думаю, это послужит толчком развитию самбо в Чеченской Республике. После атлет поехал в Министерство по физической культуре и спорта, где провели отдельную церемонию. Чемпиону вручили ключи от квартиры и 1 миллион рублей от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Победа Шейх Мансура Хабибулаева – это больше, чем новость из мира спорта. Это яркое свидетельство того, как рождаются легенды, которые ходят среди нас, вдохновляя на новые свершения. Ахмед Рамазанов, Магомед Басаев, Сайцелим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.